Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина и о картине дня. QR-код проверят не при входе, а уже в салоне при покупке билета. Сегодня в оперативном штабе разъяснили порядок проверки сертификата в общественном транспорте. Новые правила начнут действовать с 22 ноября. Напомним, нововведения коснутся наземного транспорта и метрополитена. Изменения не затронут лишь межрегиональные перевозки и такси. На кого ляжет обязанность проверять наличие документа, как решат вопрос в малых городах и о темпах вакцинации в республике. Репортаж Рамиля Галиуллина. У меня есть QR-код, ничего не изменится. Слишком много так ограничений и так внезапно. Но люди сами виноваты, я считаю. Надо вакцинироваться. Так казанцы восприняли новости о том, что скоро проехать в общественном транспорте в республике можно будет лишь по QR-коду. Проверки начнутся с 22 ноября. Проверять наличие QR-кода в общественном транспорте будут кондукторы при покупке билета, а не на входе. Нововведения коснутся не только наземного транспорта, но и метро. Если заветного документа у пассажира не окажется, его попросят выйти. Система кодов будет действовать на городских, пригородных и межмуниципальных рейсах. Изменения не затронут лишь межрегиональные перевозки и такси. Как подчеркнул сегодня заместитель министра транспорта Андрей Егоров, у татарстанцев старше 60 лет без QR-кодов действие льготных транспортных карт будет приостановлено, но только на время ограничений. В малых городах, где в общественном транспорте зачастую кондукторов нет, проверять документ будет водитель. Эта же мера не носит некий там карательный характер, чтобы вы понимали. То есть эта мера носит профилактический. То есть в данном случае мы призываем к сознательности граждан, чтобы люди шли вакцинировались и пользуясь общественным транспортом, максимально уже обезопасив себя и окружающих. Вакцинация – единственная панацея от болезни, говорят специалисты. На сегодня первую дозу получили больше 1 700 000 человек. Обоими компонентами привились свыше 1 200 000. Это 56% взрослого населения. До 80% осталось совсем немного. И при тех темпах в первых числах декабря, при хороших темпах, мы, в принципе, сможем достичь того охвата, о котором всегда говорим. Но ревакцинацию прошли лишь 40 000 татарстанцев. По словам заместителя министра здравоохранения Владимира Жаворонкова, невысокие темпы повторной вакцинации не связаны с недостатком вакцины «Спутник Лайт». Я бы хотел напомнить, что мы ревакцинацию можем проводить любой вакциной. Это нет жесточайшего такого императива, что вот ревакцинация, повторная вакцинация только лайтом. Можно и спутником делать 2 дозы, и ковиваки, и пиваки, это как угодно. Лайт есть, мы уже говорили о том, что сегодня мощности, если мы говорим про Казань, мощности Паркхаус позволяют переварить, извините за выражение, всех, кто нуждается в лайте. Медики напомнили, привиться можно одновременно с вакциной от гриппа. Он в Татарстан пришел раньше, чем обычно. С начала сезона уже 11 случаев. Как подчеркнули в Минздраве, несмотря на большую нагрузку, система здравоохранения республики в части госпитализации работает стабильно. Сегодня в больницах свободно 17% коек. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. С 10 ноября Роспотребнадзор начал проверки на предприятиях и организациях республики. Сейчас не менее 80% сотрудников коллектива должны быть привиты первым компонентом вакцины. Из 21 проверенного предприятия нарушения в каждом 4-м. Вакцинация ниже установленного процента в трудовых коллективах в Балтасинском, Елабужском, Нижнекамском районах и Казани. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора побывали на Казанском автотранспортном предприятии номер 2. Есть ли нарушения здесь, знает Тагир Валиди. Защитная маска, специальный костюм и перчатки. Здесь стерильно все. Сотрудник автопарка обрабатывает спецраствором кабину водителя и салон автобуса. Это обязательная процедура и проводится ежедневно. В рейс выезжают во всеоружии. У нас антисептик, перчатки есть тоже. А потом после обработки вот этой тряпкой протирает, вот, чтобы влажи не остались. За каждые 3 часа мы меняем маски. Общественный транспорт – источник повышенной опасности. Скопление людей не позволяет соблюдать социальную дистанцию. Санобработка здесь – необходимость. Водители и кондукторы ежедневно контактируют с сотнями тысяч горожан. Попасть на работу они могут только после термометрии. С 10 числа мы начали проверки по исполнению постановления главного государственного санитарного врача номер 7 об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. За вчерашний день было проверено пока на сегодня 21 объект, 5 было выявлено неисполнение постановления, а именно недостижение 80% охвата прививками среди сотрудников.
Сегодня проверили Казанское ПТП номер 2. Это крупный перевозчик города. В день перевозят 250 000 пассажиров. У них 19 маршрутов и более 300 автобусов. Санитарный врач запрашивает штатное расписание и сертификаты о вакцинации. Сверяет со списком. Здесь нарушений не выявили. Привиты 95% сотрудников ПТП. Если у человека нет QR-кода на сегодня или нет медицинского отвода, должен быть приказ об отстранении его от работы или переводе на дистанционную работу, если это возможно. 95% у нас вакцинировано. Отстранили от работы 17 человек, так как люди отказались вакцинироваться. На дистанционку перевели 2, остальных не можем перевести в связи с тем, что водители кондуктора. Только за вчерашний день санврачи проверили 21 предприятие. Нарушения выявлены в каждом 4-м. Рейды продолжаются. До 6 декабря сотрудники должны сделать второй компонент вакцины. Тагир Валиди, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. За последние сутки в Татарстане выявлено 250 случаев заболевания ковид. 58 человек госпитализированы, сообщает оперативный штаб. Резко возросло количество заболевших в Казани. Сразу 195 случаев. По стране уже вторые сутки больше 40 000 инфицированных. Умерли 1235 человек. Рустам Минниханов сегодня по видеосвязи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Обсудили вопросы реализации молодежной политики, в том числе развития инфраструктуры, поддержку студенчества и волонтерского движения. Госсовет Татарстана совместно с аппаратом президента и правительством республики подготовил 20 поправок к федеральному законопроекту о публичной власти в субъектах страны, или, как его называют, закона Клишаса-Крашенинникова. Госсовет Татарстана единогласно не поддержал представленный вариант. Однако в начале недели Госдума рассмотрела и приняла его в первом чтении. Свои замечания к законопроекту ко второму чтению парламентарии республики сегодня представили на заседании Комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Как отмечают, предлагаемые федеральные нормы противоречат Конституции России и вторгаются в полномочия региональных властей. Какие обоснования представили, выслушал Дмитрий Аренин. Мы еще раз констатируем, что отдельное положение законопроекта противоречит основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства. В некоторые положения федерального законопроекта Госсовет Татарстана предлагает внести изменения. Подготовлено 20 поправок. Это и технические замечания, и принципиальные моменты. Так, по новому законопроекту федеральные власти смогут участвовать в формировании ряда органов исполнительной власти в регионах, например, финансов, образования, здравоохранения. Это, по мнению депутатов республики, нарушает принципы федеративного государства, заложенные в 11 статье Конституции России. Есть официальный отзыв на проект данного федерального закона правительства Российской Федерации. Здесь я должен прямо сказать, есть еще скрытые, будем говорить, и подводные камни, где еще более, как выразиться помягче, ограничивают полномочия субъектов. Тут уже и есть предложение по назначению в субъектах, руководителей тарифных органов, ЗАГСов. В общем, все, конечно, вроде бы ссылается, такое выражение, что связано это в основном с реализацией национальных проектов, но все идет ссылка на реализацию национальных проектов. Да. Также в республике не согласны с унификацией названий руководителей регионов. Мы предлагаем установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации устанавливается Конституцией, уставом субъекта Российской Федерации с учетом воли и изъявления его народа. Поправки предлагают внести в пункт о работе Госсовета. Законопроект предлагает сократить в 2 раза до 15 дней время на отзывы по федеральным законопроектам. Органы, будем говорить, законодательные наших субъектов собираются 1 раз в месяц, это уже традиционно. Но при необходимости мы можем собраться и при любой необходимости. Но более детальное изучение, я считаю, должно быть любого законопроекта. Предыдущий закон, в который в основном 184-й, там около 200 поправок внесено за время его реализации. Значит, такое качество было закона. Значит, такое качество было обсуждение. Мы считаем, что нас ограничивает наше право законодательного органа субъекта
но свободное, ни от чего не зависящее право выразить свое мнение, внести соответствующее предложение в федеральный парламент. На заседании комитета депутаты единогласно поддержали поправки к федеральному законопроекту. Ведь если мы живем в федеративном государстве, то она должна быть федеративным. То, что сейчас нам предлагают унитарное, централизованное государство, если посмотреть в историю Ивана Грозного. То, что предлагает, допустим, инициативная группа в Москве, она, в принципе, я считаю, противоречит и Конституции Российской Федерации. Не только нашей. И попытки обосновать это не совсем удачно, неуклюже выглядят. Неуклюже выглядят. А поэтому, действительно, мы от нас, как законодательный орган Республики Татарстан, свои поправки предлагаем, внесем. До 8 декабря субъекты готовят свои предложения. Мы очень надеемся, что наши коллеги из других субъектов Российской Федерации максимально используют свои возможности и права, предоставленные законом, выразить свое мнение. Поправки Татарстана предстоит утвердить на сессии Госсовета Республики. Заседание должно состояться в конце ноября. На сессию предложили пригласить представителей общественности, чтобы они тоже высказали свое мнение. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Заинском районе сегодня день открытий. После масштабного капитального ремонта сдали несколько социальных объектов. Детский сад, административное здание сельского поселения и участки дорог, ведущие к селам и промышленному парку «Заман». Все работы выполнены в рамках республиканских программ. Как в районе развивается инфраструктура, увидела Альбина Валеева. 1, 2, 3. Движение по обновленной дороге Тюгеевка-Гулькино открывает спецтехника. Она соединяет 3 больших села. В них проживает почти 400 человек. По словам местных жителей, они 15 лет страдали от бездорожья. Сейчас нам дети будут проезжать по хорошей дороге и с удовольствием. Никогда не будут ругаться. Только скажут спасибо. 10,5 километров дороги построили за 3 года по республиканской программе. Было выделено 285 миллионов рублей. Цена этой дороги не только в деньгах. Цена дороги – это, значит, то, что необходимо на сегодня каждый день нашему населению. Соединяющий 2 сельских поселений Тюгеевки и Гулькино, которые проживают в десятках наших населенных пунктах. Значит, наш народ, наше население. Новую дорогу сегодня торжественно открыли у промышленного парка «Заман». Это точка экономического роста района, и от качества дорог зависят перспективы развития промпарка. Праздник сегодня не только у предпринимателей, но и у малышей. Детский сад «Светлячок» открылся после масштабной реконструкции. Ремонта не было 50 лет с самого открытия учреждения. Оно рассчитано на 170 детей. Ремонт очень понравился как нашим детям, так и нашим родителям. И особенно работникам, которые здесь работают. Потому что все новое, начиная от мебели, от оборудования, шторы современные. Все очень красиво. И каждая группа и каждый кабинет оснащен для полноценной работы с детьми. В комфортных условиях будут работать и сотрудники администрации сельского поселения Тюгеевка. Здание 1974 года постройки не узнать. Пластиковые окна, просторные кабинеты, новая мебель. Альбина Валеева, Александр Лихачев, ТНВ, Заинский район. Эксперимент на перепутье или почему реабилитацию инвалидов с ментальными нарушениями бюджет не потянет. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане может появиться ассоциация библиотекарей республики. Такое предложение сегодня выдвинули депутаты Госсовета на выездном заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Новая структура позволит привлекать дополнительные средства на развитие библиотек и участвовать в федеральных конкурсах. Заседание комитета прошло в Национальной библиотеке Татарстана, и здесь обсуждали ход реализации закона республики о библиотеках и библиотечном деле. Так, в ближайшие годы все они должны быть обеспечены скоростным интернетом. На работу необходимо привлекать молодых специалистов. Сейчас средний возраст библиотекаря 50+. Кроме того, считают депутаты, даже в условиях цифровизации библиотекам нужно оставаться незаменимым для читателей местом.
Что подразумевает под собой миссия библиотеки? Мы об этом не должны забывать, поэтому миссия та, которая была из ранее, приходить, читать, пользоваться фондами, применять эти фонды, исследовательская работа, это должна быть, это мы должны, конечно, прививать в наших детях. Она должна работать именно над просвещением в первую очередь. И, соответственно, когда мы говорим о просвещении, мы должны смотреть на свое общество, в каком оно сегодня состоянии, в каком состоянии сегодня уровень знаний, литературы у молодежи. И мы, к сожалению, видим, что это на самом деле не радужная картина. Поэтому только в комплексе образовательном и как функция библиотека, которая начинает свою просветительскую деятельность, тогда можно добиться каких-то положительных результатов. Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем президента, председателем правления ВТБ Денисом Бортниковым. Подписали соглашение о партнерстве в ESG-сфере. Это реализация социальных и экологических проектов, развитие комфортной городской среды, выпуск региональных зеленых облигаций и развитие предпринимательства. ВТБ – стратегический партнер Татарстана. Сегодня банк успешно реализует совместные проекты с целым рядом республиканских предприятий. В следующем году ВТБ профинансирует оборудование для татарстанских больниц, также поддержит развитие комфортной городской среды. Станции ТГК-16 получили паспорта готовности к зиме. Это один из важных этапов подготовки объектов теплоэнергетики к осенне-зимним нагрузкам. Так, станции ТГК-16 получили высший индекс готовности. Станции ТГК-16, Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1 получили паспорта готовности к отопительному сезону. Индекс технологической готовности – единица. Это лучший показатель. При подготовке в ТГК-16 выполнили 61 мероприятие, среди них капитальный и расширенный ремонт энергетических паровых котлов, а также паровых турбин. Проведена масштабная работа по ремонту теплогенерирующих объектов, а также по техническому перевооружению. Свыше 1,5 миллиарда рублей в совокупности было на это затрачено. На текущий момент основные ремонтные работы компании завершены, и компания, полностью готовая, вступила в отопительный сезон. Запасы резервного топлива на станциях сформированы и поддерживаются на уровне не ниже нормативов, установленных Минэнерго России. Они полностью сформированы и составляют 104%. Станции ТГК-16 прошли проверку и вновь подтвердили надежность своих источников тепловой и электрической энергии. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Татарстан. Почти 2000 военных, 300 единиц техники и 5 дней отработки навыков в боевых условиях. Сегодня в Казани завершились миротворческие учения «Нерушимое братство». В заключительный день на полигоне танкового училища миротворцы отработали целый комплекс занятий. От штурма захваченных территорий до урегулирования военных конфликтов. Напомним, в масштабных учениях приняли участие воинские контингенты из 6 стран, участниц Организации договора о коллективной безопасности. Это Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В церемонии закрытия участие принял председатель Госсовета. Ему продемонстрировали новейшие образцы военной техники. Фарид Мухаммедшин отметил, специалисты разных стран доказали, что готовы к слаженной работе в условиях современных вызовов. Главное, то, что есть специалисты, люди в погонах, глубоко знающие свою ответственность, свое место в этой главной задаче. Во времена, когда новые вызовы, новая ответственность в мире сближает нас, роднит нас, и мы в братском строю единых братских народов с этой великой миссией. Я поздравляю с завершением. Все участники этого мероприятия в эти дни продемонстрировали умение профессионально действовать в едином братском строю в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки. Прошедшим учением мы завершаем годовой цикл подготовки наших миротворцев. Татарстан в семерке лучших регионов страны по проведению всероссийской переписи населения. Об этом сегодня сообщила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина. На этот день в переписи приняли участие 97% жителей республики. В организации опроса было задействовано около 8 тысяч человек. Переписчики, наблюдатели, волонтеры. Это самая длинная перепись в истории, говорят специалисты. До этого учет жителей проводили всего за 10 дней. Переписаться можно 3 способами: дождаться дома переписчика, на стационарных участках, а также самостоятельно
самостоятельно на портале госуслуг. По словам главного статиста республики, татарстанцы отдали предпочтение очному общению. А те, кто заполнил анкету на портале госуслуг, могут перепроверить свои данные до конца переписи. Перепись в республике состоялась. Мы начинаем подводить итоги, мы начинаем собирать материалы и начинаем считать общие цифры. Но у нашего населения осталась еще возможность пройти перепись. Да, у нас есть несколько адресов, которые отказались от участия в переписи. Мы постараемся достучаться до этих людей. Народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова признается, с гордостью и большим желанием приняла участие в переписи населения. Певица рассказала, одновременно переписались она, ее супруг Зуфар Билалов и 2 сыновей. Я горжусь своей нацией. Я хочу сказать, что наш народ, он всегда был неотъемлемой частью в российской культуре, политике, в экономике. Всегда были у нас герои. Всегда у нас были интеллигенция, умные люди. Ну, в общем, я не хочу терять таких людей в свое прошлое, и поэтому я говорю, что я татарка. В эти минуты в Казани презентуют большую сюиту из балета Фарида Яруллина «Шурале». Ее записал камерный оркестр «Ля Примавера». До сих пор существовала единственная запись отдельных фрагментов музыки из балета на грамм-пластинках фирмы «Мелодия». Она была сделана еще в 1970 году. Запись сюиты приурочена к 80-летию создания первого татарского балета. Сейчас в БКЗ имени Сайдашева наш корреспондент Алия Харудинова. Алия, в чем уникальность сюиты? Добрый вечер, Лина. И, наверное, это лучшее завершение, так скажем, рабочей недели. Мы сейчас находимся в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева и стали свидетелями настоящего исторического события. Со сцены звучат мажорные аккорды большой сюиты из балета «Шурале», автором которой является Фарид Яруллин. На сцене казанский камерный оркестр «Ля Примавера» под руководством маэстро Рустема Абязова. И нужно сказать, что именно он стал инициатором создания этой большой сюиты. И не просто создание, а ее формирование, сбора, так скажем, по кусочкам, потому что в таком формате сюита не звучала никогда. Отдельные произведения звучали в оперном театре, исполнялись другими оркестрами, но в таком формате сюита презентуется зрителю впервые. И важно отметить, что презентуется она в год 80-летия со дня создания первого татарского балета. До начала концерта нам удалось пообщаться с создателями большой сюиты. Давайте их послушаем. Как-то я задумался о том, что просто не существует сюиты из балета «Шурале». Из любого балета, любого композитора, которого вы возьмете, всегда есть сюита. Из балета «Шурале» такой сюиты не было. И вот я обратился в Министерство культуры с предложением создать такую сюиту. Переосмысление классики, было неожиданное предложение. Я так немножко боялась замахиваться на святое для каждого татарстанца. Но тем не менее, то есть переосмысление стихи, навеянной музыкой, это то, что я как поэт чувствую, когда слышу эту музыку. Таким образом, воссоздается наше национальное татарское культурное наследие. И не просто воссоздается, оно становится достоянием общественности. Благодаря гранту, который выиграл оркестр, сегодня большая сюита записана на 500 флешках. И ее бесплатно распространяют в детские музыкальные школы, в другие музыкальные образовательные учреждения. И что очень приятно и радует, одна флешка будет храниться и в фонде телерадиокомпании «Новый век». А пока звучит музыка, мы остаемся здесь, продолжаем наслаждаться. Лина, слово вам. Спасибо, Алия. Это была Алия Харудинова с презентацией большой сюиты из балета «Шурале». Сегодня телеканалу Шаян ТВ исполнилось 3 года. 12 ноября 2018 при поддержке президента Татарстана начал свое вещание первый детский телеканал на татарском языке. Тысячи выпусков программ собственного производства и переведенных серий мультфильмов. А главное, канал стал узнаваем, и его смотрят сотни тысяч семей. За 3 года у них появились корпункты в Сарманово, школах Адымнар, в Актаныше и Казани. Канал стал финалистом премии «Тэфи Кидс» и телеканала «Карусель» и победителем «Многоликой России». Сегодня Шаян ТВ – это более 20 оригинальных образовательных и развивающих программ на татарском языке. И совсем новый проект телеканала «ТикТок Фабрика», который также появился при поддержке президента республики и выпускает контент на родном языке.
Конечно же, мы хотим, чтобы наши дети, которые смотрят наши программы, наши проекты на татарском языке, начали понимать, говорить на татарском языке. Мы очень любим нашего телезрителя, и каждый сезон придумываем что-то новое. В новом сезоне мы запланировали и начали показывать проект «Мин татарша Иренем», «Учу татарский с Ахбуре». И также у нас есть Элифба, так что наши маленькие телезрители будут смотреть наши проекты и учить татарский язык. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Nissan в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Медицинский центр Фармте приглашает пройти компьютерную томографию легких на новейшем аппарате. Без очереди, всего за 2800 рублей. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. Светлая долина. Магазины, школы, детсады и уютные дворы. Квартиры в доме из надежного материала. Звоните 558 1053. Сенсация! В Казанском цирке с 29 октября цирковая программа «Звезды манежа». Галерея «Ретроспектива». Купить старинные картины, иконы, монеты, книги, фарфор. Оценка и выезд бесплатно. Находимся напротив ЖД вокзала, улица Короченко, 22. Телефон 567 10 66. Беспокоит боль в ногах и неэстетичный вид из-за варикоза? Центр флебологии «Артмед» предлагает современный и безболезненный метод лазерного лечения. Без операций, шрамов и длительной реабилитации. Процедура отличается безопасностью и быстрым результатом. Ждем вас на приеме. Дети бывают разные. Большие и маленькие, задумчивые и веселые. Но иногда им требуется помощь. 4 и 5 декабря в Казани помощь детям с ДЦП по технологии Ульзибата. Звоните 253 80 73. Центр мужской урологии «Алан Клиник». Восстановление потенции в любом возрасте. Нам доверилось более 200 тысяч пациентов. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Зачем в аптеку идти? Фармлен для вас всегда в сети. Здесь цены ниже и большой ассортимент. Удобный сервис для вас, чтобы сделать выгодный заказ. Установите приложение Фармлен. Здравствуйте! В предстоящие сутки существенных изменений в погоде не прогнозируется, но об этом чуть позже. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца ноября доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, влияние обширного циклона на юго-восток Татарстана сохраняется. Облачно, осадков станет чуть меньше, температура по-прежнему выше нормы, около нуля. Пасмурно и небольшие осадки в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. Тут также столбики термометров покажут 0 градусов. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачность также сохраняется. Синоптики обещают небольшой снег. В Арске, в Кукмаре, Балтасе температура без изменений, местами снег. На дорогах по-прежнему скользко, будьте предельно осторожны. Из-за быстрой смены циклонов в Болгаре, Држаном, Буинске сохраняется облачная погода. И также около нуля и небольшой снег. Пока еще осенняя картина за окном Чистополя, в Альметьевске, Мамадыше, но пушистый снег напомнит о приближении зимы. Температура в республике все еще выше климатической нормы, но по прогнозам синоптиков в ближайшие дни придут настоящие морозы. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у
у нас соберет все лайки. А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав, даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани по-прежнему облачно, ночью и днем небольшой снег. Ночная температура -2, а днем около 2 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы 748 мм ртутного столба, влажность воздуха 90%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.